В Коми наградили лучших дружинников. Примечательно, что среди них и представительницы прекрасной половины человечества. Конкурс проводится в регионе 4-й год. Победители определяют в 2 категориях – города и сельские районы. С этого года размер денежного поощрения подняли в 2 раза. Чем отличились лучшие народные дружинники, знает Виктория Палкина. Массовые драки, ножевые ранения, задержания. За 4 года в народных дружинниках сыктывкарка Анастасия Размыслова стала свидетелем разных событий. Вступила в ряды добровольцев еще студенткой в 18 лет. За свой труд и бесстрашие награждена не единожды. В 2021 году была победителем конкурса. В этот раз у нее почетное 2-е место. Мягкая, добрая, работает в больнице. Не боится помогать стражам порядка в самых разных ситуациях. Участвуем как понятые, либо свидетели, ну и вообще, либо нужна какая-то помощь, допустим. Но они к нам обращаются. Если сотрудников, так сказать, боятся, то народному дружиннику как будто бы проще подойти, поговорить, что-то спросить, узнать. Среди городских дружинников 1-е место взяла жительница Усинска, 3-я – ухтинец. Награды также увезли дружинники Карткиросского района, Вуктыла и Усть-Вымского района. Денежная премия победителям – 60, 40 и 20 тысяч рублей. Порядка 10 критериев отбора – это и количество дежурств, задержанных правонарушителей, пресеченных преступлений. В объявлении увидел в телевидении, решил вступить в народную дружину, так как город не безразличен мой, где я живу. Работаю вахтовым методом и приезжаю с вахты и стараюсь всегда выходить в выходные дни, пятница, суббота, воскресенье постоянно. В рядах добровольцев постоянно прибавляется. Сегодня в 30 народных дружинах Коми 451 человек. Совместно со стражами порядка они выявили в прошлом году более 1600 административных правонарушений. Однако в некоторых муниципалитетах работа организована недостаточно эффективно. Например, в Воркуте и Усть-Куломском районе. Либо это вопросы взаимодействия с органами внутренних дел, либо это отсутствие какого-то контроля со стороны администрации муниципальных образований. Где-то произошли кадровые изменения, командиры народных дружин уволились или уехали, поэтому идет процесс ротации. Поэтому дополнительные меры необходимо все-таки принимать, потому что роль народных дружин в охране общественного порядка, она, конечно же, возрастает. Республика предоставляет удостоверения, жилеты, социальные гарантии при увечье. Кроме того, выделены средства из резервного фонда правительства Коми на пошив курток с капюшонами. Почасовая оплата, абонемент в бассейн или тренажерный зал. В Усинске дополнительные дни к отпуску. В Кнешпогосском районе освобождение от земельного налога. В муниципалитетах дружинников поощряют по-разному. Виктория Палкина, Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.